Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана провел совещание по вопросам АПК. В дипмиссиях Туркменистана в Иране приспущены государственные флаги. К празднику туркменского ковра в Ашхабаде пройдет международный форум и другие новости. Президент Сердар Бердымухамедов провел рабочее совещание, на котором был рассмотрен ход сезонных полевых кампаний в стране. В настоящее время на полях проводится междурядная обработка, прореживание и прополка. При этом эффективно задействована сельскохозяйственная техника и агрегаты. В завершающую стадию вступает уход за пшеничными полями. Также проводится соответствующая работа по сбору, транспортировке, приему в установленном порядке и надлежащему хранению в приемных пунктах зерна. В ходе состоявшегося телефонного разговора между председателем Халк Маслихаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым были обсуждены перспективы дальнейшего развития традиционного двустороннего сотрудничества. Собеседники подчеркнули, что на протяжении веков туркменские и татарские народы поддерживают тесные связи, базирующиеся на общности культур, сходстве языков, единой религии, а также взаимном уважении и равноправии. В знак солидарности с народом Ирана и в связи с кончиной президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси государственные флаги Туркменистана приспущены на зданиях туркменского посольства в Тегеране и Генерального консульства в Мешхеде. 24-е заседание Всемирной ассоциации ценителей туркменского ковра пройдет в Ашхабаде. Форум состоится по случаю праздника туркменского ковра, отмечаемого в стране в последнее воскресенье мая. Ожидается, что в форуме примут участие известные ковроведы, поклонники искусства туркменского ковроткачества, ученые, специалисты, представители компаний, занимающихся ковроделием из разных стран мира. В Ашхабаде прошли встречи руководителей культурных ведомств Туркменистана и Армении. На переговорах стороны обсудили проведение в октябре в Ашхабаде Дней культуры Армении в Туркменистане и концерта, посвященного выдающемуся армянскому композитору Арно Бабаджаняну. Концерт пройдет в исполнении армянского симфонического оркестра. В Ашхабаде состоялась презентация книги Махтум Кули, в которой вошли избранные произведения великого туркменского поэта. Сборник, приуроченный к 300-летию со дня рождения классика туркменской литературы, был подготовлен Институтом языка, литературы и национальных рукописей имени Махтум Кули Академии наук Туркменистана. Как подчеркнул президент Сердар Бердымухамедов на недавнем заседании Кабинета министров, этот сборник стихов великого туркменского мыслителя, ставших общечеловеческим достоянием, станет достойным подарком туркменскому народу. Первый экземпляр книги был направлен национальному лидеру туркменского народа. Японский пищевой гигант Kirin Holdings выпустил на рынок электрическую ложку, которая способна усиливать вкус соли в блюдах без добавления соли. Kirin планирует в этом месяце продать 200 ложек по цене $127 США за штуку через свой интернет-магазин, а в следующем месяце ограниченную партию в розничных магазинах Японии. Американские ученые разработали мобильное приложение, призванное помочь людям избавиться от чрезмерной зависимости от смартфонов. Оно работает по простому, но эффективному принципу. Чем дольше пользователь сидит в телефоне, тем больше падает его производительность. Приложение намеренно тормозит работу гаджета, делая его использование менее комфортным. Это по задумке разработчиков должно вызывать у пользователя раздражение и побуждать его отложить смартфон. Футболисты национальной сборной Туркменистана начнут подготовку к июньским играм второго отборочного раунда чемпионата мира. 26 мая команда отправится на тренировочный сбор в турецкую Анталию, где пробудет до 4 июня. 6 июня в Ташкенте подопечные Эмиргена Оразова встретятся с командой Узбекистана. Сразу после этого туркменская сборная вернется в Ашхабад, где 11 июня примет Гонконг. Бывший главный тренер махачкалинского «Динамо» Курбан Бердыев заложил фундамент для победного движения команды, которая позволила ей выйти в российскую премьер-лигу, заявил генеральный директор клуба Шамиль Газизов. За тур до окончания розыгрыша первой лиги чемпионата России по футболу «Динамо» набрало 61 очко и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирующие химки и махачкалинцы досрочно завоевали путевки в российскую премьер-лигу на сезон 2024-2025. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.